Итак, ранее мы с вами выяснили, кто такие крымские татары, и охватили большой период времени от образования крымского юрта и его превращения в Крымское ханство до установления турецкого влияния на восточную и юго-восточную часть полуострова. Давайте подведем промежуточные итоги и вспомним ключевые этапы этого периода. С вами Андрей Саминин. Это программа об истории крымских татар. В первой передаче мы пытались узнать, откуда же произошел этноним «крымские татары». Впоследствии нам удалось убедиться, что крымско-татарский народ не пришел в Крым с Центральной Азии, как думают многие, а сформировался на полуострове в течение длительного времени и в результате сложных процессов этногенеза. Итак, мы можем с уверенностью утверждать, что крымские татары – это коренное население Крыма. Еще один важный этап – это становление Крымского ханства. Держава возникла на территории крымского юрта в результате возведения на престол Хаджи Девлет-Гирея, первого хана рода Гиреев из новой династии чингизидов. Именно при нем Крымское ханство смогло проводить стабильную внутреннюю и внешнюю политику. Во времена правления Хаджи Гирея власть ханов укрепилась де-факто, а не номинально. Его сын и преемник Менгли-Гирей также стал весьма яркой фигурой в истории Крымского ханства. Однако борьба за престол привела государство в экономический упадок. Появилась внешняя угроза со стороны Большой Орды. С моря нависла еще одна угроза – это османы. Тем не менее, Менгли-Гирею удалось сохранить не только границы, но мир и процветание на полуострове, а также укрепить свои позиции на международной арене. Внешняя политика ханства была переменчивой. Союзники постоянно менялись. Некоторые историки утверждали, что это было связано с хищной натурой Крымского ханства. Но более объективным с точки зрения истории международной политики считается мнение, что такая внешняя политика была обусловлена принципом поддержания равновесия сил соседних государств и предотвращения чрезмерного усиления одного из них. Экономика и культура полуострова развивались не менее бурно, чем его политическая жизнь. Более того, именно в этот период крымско-татарская культура достигла своего наивысшего расцвета. Успехи в экономической жизни влияли на политику, политика влияла на экономику, а в сумме обе стороны крымско-татарской жизни оказывали влияние на ее культурное развитие. Крымская пшеница и рожь, соль и рыба, говядина, баранина, птица, сыр, масло, шкуры, шерсть и прочие продовольственные товары были известны далеко за пределами полуострова. Экономическая основа для расцвета крымско-татарской культуры была создана крымско-татарскими же руками. Это отмечали все путешественники и историки-исследователи того и более поздних периодов. Архитектура, литература, изобразительное искусство, музыка и другие составляющие крымско-татарской культуры ханского периода гармонично сочетали в себе одновременно черты и восточной, и западной культур, а крымско-татарская толерантность и отношение к образованию поражали даже современников. Особое внимание важно уделить крымско-татарской семье. Она была большой, в семью входило несколько поколений близких родственников. Во главе стоял представитель старшего поколения – это отец или старший из братьев. Причины, по которым большая семья сохранилась едва ли не до 20 века, имели как экономический, так и традиционно-культурный характер. Самое явное из них – это хозяйство. В большой семье его было вести проще и выгоднее. Все движимое и недвижимое имущество было общим, вплоть до скота, кухонной утвари, жилищ, сельскохозяйственных орудий и даже земельных угодий. Поскольку подобные черты семейного родового уклада были поразительно стойкими,
то они сохранились в эпохе, когда уже полностью исчезла его экономическая основа и сам патриархальный строй. В период становления ханства мужчины имели столько жен, сколько были в состоянии прокормить. Другими словами, состав и размер семьи зависел от материального достатка. При заключении брака жених платил калым семье невесты, возмещая таким образом утрату пары рабочих рук. Многоженство в Средневековье имело несколько причин. Самой распространенной из них была борьба с различными демографическими кризисами. В обществах, которые страдали от постоянных войн, эпидемий и репрессий, ощущалась острая нехватка мужчин, а женщины были не в состоянии прокормить самостоятельно себя и своих детей. Поэтому жен, сестер, дочерей и даже матерей погибших в бою мужчин часто выдавали замуж. Новый муж обеспечивал им безопасность, предоставлял кров и пропитание. Со временем, когда демографическая ситуация улучшилась, обычай многоженства постепенно исчезает. С появлением османов в Крыму в конце 15 века привычная жизнь крымского населения приобретает новые черты. Теперь на территории, которые находились под непосредственным управлением Османской империи, а к ним принадлежали юго-восточное и восточное побережье, вводились новые законы, новая администрация, новые культурные течения и, конечно же, нормы шариата. Султаны стараются навязать своих ставленников и постоянно вмешиваются во внутреннюю политику ханства. В противовес крымской культуре появилась османская, которая при поддержке турецких правителей активно насаждалась на новых территориях. Эти события оказывают постоянное влияние на Крымское ханство и приводят к кардинальным изменениям, которые мы сможем наблюдать в XVI-XVII веках. Этот период, весьма примечательный внешне, характеризуется и глубокими внутренними переменами в истории Крыма и крымских татар. Растет население полуострова, развиваются его связи с внешним миром. Татарские и приглашенные ханами иностранные зодчие создают прекрасные образцы гражданской, военно-оборонительной и культовой архитектуры. Растут и укрепляются города. Мы пришли к завершению одного из важнейших периодов в истории крымских татар и Крымского полуострова. О том, что же ожидает Крымское ханство в новом столетии, об отношениях ханов с украинскими казаками, Российской империей, Польшей и другими соседями, а также о судьбе нового крымского хана Мехмед-Гирея мы поговорим с вами в следующих передачах.